Всем привет! Выбрались мы сегодня на последнюю рыбалочку лета. Именно лето. Сегодня 31 августа. Последний денек лета. К сожалению, отпуск заканчивается. Нужно провести этот день с кайфом. Хорошенько отдохнуть, насладиться природой. Потому что сейчас сентябрь, серединка октября, пока еще будет рыболовный сезон такой. Выезды будут, возможно, раз в недельку. Так что взяли мы сегодня с собой лодочку. Сплаваем по косам, вкусненько покушаем. Собираемся в лагерь. Лодочка накачивается. Аккумулятор пока взяли тот же самый. Заказали литий железофосфатный аккумулятор на 200 ампер-часов на данную лодку, которого хватит прям с большим запасом. То, что я рассказывал в предыдущем ролике по насосу, то, что через родной клапан он не накачивает. Решил проблему тем, что взял шланг родного насоса ножного и просто соединил его со шлангом насоса. Убил двух зайцев. Шланг стал длиннее, стало удобнее, и насос теперь полностью докачивает лодку до нужного размера. Так, ну что, ребят, вышли мы на речку, поплыли на третьей скорости мотора. Аккумулятор поэкономим. На большой скорости, на максималке его высасывает быстро, напруга падает. Сейчас пока идем против течения, поэтому на моторе обратно, наверное, на веслах просто вернемся и все. По течению и на первой скорости мотора. Повторюсь, заказали еще раз литий железофосфатный аккумулятор в кейсе на 200 ампер-часов. По подсчетам мотор это 34 килограмма, тяговая сила 34 лбс. Его на средней скорости тока потребления где-то 20-25 ампер, на максималке 35 ампер у него. То есть на максималке, если использовать, ну, по подсчетам с 200 ампер-часов и 35 ампера, то хватит мотора на постоянном ходу где-то на 3-4 часа. Если на среднем ходу, допустим, вот троечка, четверочка, что-то около, то мотора на постоянном ходу должно хватить на 8-9 часов. То есть это должно быть более чем достаточно. Так что аккумулятор мы взяли такой, с большим запасом. Можно было взять 100 ампер-часов, но неохота было гадать. Поэтому взяли так. О, рыбка играется. Сейчас, возможно, здесь прямо остановимся, чуть поближе к деревьям и покидаем. Весит он, правда, будет килограмм 20, но ничего страшного. Это также, наверное, где-то весит. Зато запас. Мы точно будем знать, что у нас есть запас хода и можем себе побольшего позволить. А пока остановимся здесь, скинем якорь, покидаем как раз вот деревья, коряжник. Наверное, здесь должно быть что-то интересное. Скинули якорь, покидаем здесь, посмотрим. Там вон деревья так интересно играются. Надеюсь, не зацеплюсь. Приманку 7 грамм тейлик закинул, но возможно это легкая приманка. Рыбачим мы сегодня на Maximus Zircon и на Stream навигатор. Шнур 0,8. Поводок, струна. Течение лютое, конечно. Но это, прикинь, вот лодка на третьей скорости вот в такое течение, да? Вот, ребят, чтобы ориентируем течение, вон дерево как шатается. Скинули троллингом воблера. Сейчас посмотрим, что-то клюнуло, не клюнуло. Мне кажется, из-за течения. Ну, возможно, из-за течения, да. И пустой. Пустой? Угу. Ну, отпусти его, размотай свободно. Пускай чуть подальше от нас отойдет. Все, закрывай. Ждем большую щуку. Тем временем мы плывем против течения на третьей скорости, медленно, но верно. На пятой скорости порезвее будет, но не всаживаемся. Хочется подольше поплавать. Аккумулятор обещали привезти где-то 9 сентября. Надеюсь, так и будет. Давай. На троллинг что-то клюнуло.
Кирилл. Пацак. Щучка. Ребята, щучка на троллинг. Щучка на троллинг. Ха-ха-ха. Жена что-то поймала. Окунь. На что? На силиконочку? На что поймала? Я говорю, на что? Четко. А я тут лажу, как-то брожу. Жена вон окуней тягает. Надо поймать своего воблера. Во-во-во-во-во. Окуня все. Вот они. Яна, вот. Прям 5 штук вижу. Смотри, хитрая ловля сейчас будет. Хитрая ловля не сработала, да? Вот здесь в ковяжниках по-любому их много. Вот здесь вот она, наша силиконочка. Ну-ка сейчас положу спиннинг. Пойду достану нашу силиконку. Интересно. А своего воблера я найду так? Но мы на обратной дороге будем сплавляться по течению уже. Надеюсь, что-то будет интереснее. Мотор против течения на щелочном аккумуляторе едва-едва тянет. Практически стоим на месте. По большей части мы шли весла плюс мотор. Так было пободрее. Ждем, очень ждем литий. Так. А мы пойдем хитрым путем. Кажется, я искупаюсь скоро. Где коряга? Сейчас мы на корягу просто наступим. И как в джунглях. Яна, чем я занимаюсь? Нахрена она нам нужна? А? Чего? В джунглях, ребята, конечно, все это пободрее происходит. Я спас вашу, я поймал. Так, а как мне обратно? Я не хотел купаться. Надеюсь, что нет. Но водичка холодная. Вот так, ребята. Ребят, вот как надо рыбу ловить. Сейчас я окуня поймаю, смотрите. Или не поймаю. Тихо, тихо. Ага, ребята, поняли, как надо рыбу ловить? Иди, дорогой. Все. Так вот тут хорошо посидеть на берегу реки, пожарить мяско, приготовить импровизированный супчик из раменчика. Сейчас сюда добавим еще курочку, слушать звук природы, смотреть на облака. Смотрите, вот это облако вообще как будто 3D его кто-то слепил руками. Рыбалка — это не про рыбу. Рыбалка — это хорошо посидеть на берегу, отдохнуть, почувствовать себя свободным. Покатались на лодочке, поймали щучку. Нам этого хватит на сегодня. Всем довольны. Выезжайте, ребята, на природу, отдыхайте почаще.
Главное, не мусорьте. Ездим по берегам часто и видим, как люди просто за собой оставляют кучу мусора. Ну, это просто настоящие свиньи. По-другому их не назвать. Надеюсь, они дома также у себя делают, не забывают хрюкать. Всем приятного аппетита, кто смотрит.